Вот недавно буквально проходило совещание по вопросам развития пригородного района. Совещание закрытое, есть официальные комментарии в СМИ, но хотелось бы все-таки вот от вас услышать более конкретно, о чем говорили, какие перспективы ожидают жители пригородного района и как скоро, может быть, люди заживут уже такой полной такой жизнью, будет работа, где учиться. Опять же скажу, что и на уровне полномочного представителя Олега Евгеньевича Белавинца этот вопрос поднимался. Вы знаете, что до этого мы встречались у Олега Евгеньевича вместе с руководителем Северо-Осетии Бесаровым Вячеславом Зелимхановичем. И сейчас в том числе хорошо поработал в этом направлении Совет по правам человека при президенте, которого, Российской Федерации, который возглавляет Федотов Михаил Александрович. И сейчас, конечно, мы, встречаясь на этом уровне, это было под эгидой полномочного представителя Олега Евгеньевича Белавинцева, в Владикавказе, обсуждая эти вопросы. Первая тема, конечно, была тема благоустройства территории, создания условий и для ингушей, и для осетин к совместному проживанию, совместному обучению, совместному предпринимательству, то есть чтобы все было совместно. И взаимоотношения двух регионов Российской Федерации, в том числе во всех отношениях взаимодействия, в культурных, и спортивных, там, и социальных, и других проектах. Сейчас прошел ураган там, и у нас, и в Северной Осетии. Да? Никто же не делит территорию. Там, где мы можем помочь, мы помогаем. Там, где они могут помочь, они помогают. То мы друг другу помогаем в этом плане. То есть по линии правительства, МЧС все работают, и никто не делит. И в этом плане именно эти вопросы в том числе обсуждались. И довольно высокая оценка вот этим взаимоотношениям и с нашей, и со стороны Осетии. Но при этом и мы, и Осетия, и руководство Осетии признаем, что вопрос развития территории, он вообще не движется с места. Здесь поддержка есть федерального центра, в том числе и в лице руководителя федерального агентства по делам национальности Игоря Баринова. То есть есть поддержка. Я надеюсь, что и Олег Евгеньевич, и Игорь Баринов, они помогут нам, и, в частности, руководству Северной Осетии, чтобы эта программа все-таки заработала. И второе, есть здесь согласие Северной Осетии, в том числе, когда мы говорим о определенных паритетах по взаимоотношениях. Это и обучение в школах, но здесь есть и наша сторона, которые не совсем там родители хотят, чтобы дети учились совместно с осетином. То есть не надо все валить на осетинскую сторону. И здесь тоже надо найти золотую середину, и дети должны учиться не в старших классах, а в начальных классах еще, даже в подготовительных классах, в совместных школах. Но для этого, опять же, надо убрать некоторые препоны, мы говорили уже, да, и с нашей стороны, если это есть, и со стороны Осетии, если есть, когда в учебниках прописаны не совсем хорошие вещи про добрососедские отношения. И если на уроках совместного там обучения будет там на уроке истории там Осетии или Ингушетии будет декларироваться там ненавистические настроения, конечно, это тоже надо исключать. Это тоже мы обсуждали, там, мы находим понимание друг у друга. Если осетинская сторона найдет у нас, или мы найдем у них, мы готовы эти вопросы менять, изменять эти страницы и не допускать межнациональных таких настроений среди наших детей. Ну и, конечно, обсуждался вопрос по ведению совместного хозяйства нашими предпринимателями, крестьянско-фермерским хозяйством. Почему? Потому что и в советское время это хорошо получалось, и сейчас может хорошо получиться на совместный бизнес. Там, и он укрепляет больше дружеские отношения между ингушами и осетинами. Совместные предприниматели, совместное производство. Почему нет? То есть эти вот темы мы обсуждали. Поэтому здесь Олег Евгеньевич Белавинцев выступил как модератор этого нашего всего совещания вместе с Игорем Бариновым. И я уверен, что вот этому совещанию, там, в том числе закрытой части, будет хороший успех. Протокол мы же оформили, посмотрели, изучили и пришли к пониманию того, что надо совместно все-таки работать в этом направлении. Один из таких вопросов, который стоял в том числе, возвращение вынужденных переселенцев в свои дома. Открытие так называемых закрытых населенных пунктов, чтобы этого не было. И чтобы люди не боялись там, или не остерегались возвращаться в свои дома.
Но это, опять же, я говорю, это не сиюминутная задача. Еще одна злободневная тема, которую мы обсуждали, мы из-за того, что и наше духовенство здесь не доработало в свое время, хотя я эту задачу ставил, это довольно серьезный ущерб, который наносится именно в адрес жителей ингушской национальности, самими ингушами. Здесь нельзя осетин обвинять в этом деле. Это земли. Вот сейчас программа, которая будет реализовываться, и власти Северной Осетии также, не выделяя или не разделяя ингушей, будут выделять земли для многодетных семей ингушей. Вопрос. И в Тарском, и в Куртате, и в Дашном, и в других населенных пунктах есть отказники, которые у государства получили деньги за землю, компенсацию, отказались от своих земель. И эта земля перешла в муниципальную собственность сельского поселения, того же Тарского там, или там, Куртата. Она перешла. И у них на карте, то, что я вижу, есть пятна этих земель свободных. Свободных земель. И они, когда распределяют земли, они говорят так: давайте, так, у вас там вырос человек, да, женился человек, да, многодетная семья, да, вот получите по очереди землю. А наш житель не может, ингуш там, ну, житель Северной Осетии, ингуш не может получить эту землю. Потому что тот товарищ, который отказался от этой земли, говорит: нет, это моя земля, ты ее не трогай. То есть он получит компенсацию, при этом... Я это государство продал, это наши отношения с государством, а ты туда не трогай, ты туда не лезь. Или заплати мне деньги. То есть получается, он второй раз пытается обмануть. И когда я духовенство тоже там, как бы, там, просил: займитесь этим вопросом. Но при этом мы в Карца знаем примеры, в Карца, когда на эти земли, то есть ингуша не пускают, наш ингуш так называемый, но при этом туда заселяется или армянин, или с Южной Осетии осетин, или там какой-то другой национальности, никто туда не лезет, к нему не лезет, не ходит, не говорит: это моя земля, не лезь сюда. То есть кто бы другой, кто не жил, но лишь бы не свой. И здесь не вина руководства Северной Осетии или там местных властей Северной, это вина наша. Как здесь? И сейчас я такую задачу тоже поставил своему помощнику, советнику и религиозному управлению. Придите к знаменателю. Да, я понимаю, там, с точки зрения религиозного, в том числе составляющих, которые там говорят, там, 44-го года, здесь сложно. Почему? Потому что в 1944 году никто добровольно от своей земли не отказывался. Всех силой выслали. Но мы не берем 44-57 год. Ну давайте хотя бы по 92 году поработаем. И почему человек, который отказался от земли, получил за это деньги от государства, сегодня не позволяет эту землю распределить между теми же ингушами, которые там живут в этом селе, которые нуждаются по очереди в этой земле. Этот вопрос тоже он так. Мы должны на своем уровне решить. А власти Северной Осетии готовы выделять землю, так же, как и своим жителям, я имею в виду осетинской национальности или другой национальности, они не делят, не пытаются делить. Но они просят нас вот здесь помочь. Вот здесь есть тема, и я тоже хотел бы, чтобы меня услышали эти жители, и как-то, ну, мы сейчас даже прорабатываем вопрос, там, публично их высветить, там, и показать этих людей, там, фамилии показать, и предупредить их. Но как бы я ни делал, все равно в личностных отношениях люди не хотят ругаться. Даже если им даешь законные документы, вот твоя земля, он не хочет. Я думаю, что руководство Северной Осетии, там, тем более федеральный центр поддерживает, я имею в виду полпред президента Олег Евгеньевич поддерживает, и Сергей Леонидович Меликов поддерживал этот проект, там, и Александр Геннадьевич Хлопонин поддерживал. То есть, если это все будет нормально, то это будет выгодно и для ингушей, и для осетин, и в первую очередь для руководства Северной Осетии, потому что будет развитие территории.